Бедолага замерз. Все замерзло. Все замерзло. Да. Жестко, жестко, жестко. Полна коробочка. Что попробую? Давай, бродяга.
Друзья, всем привет. Морозы крепят. Уже, наверное, больше месяца морозы. Ну, периодичности, конечно, подспускает там до 15-17 градусов. Вот так в основном за 20. Ну, естественно, и за 30. Вчера вот только буквально 33 было. Сегодня спустило до 17. Днем даже до 14. Но вот обещают метель. Завтра уже 24. Послезавтра 35. Короче, толком, ребят, нет такого, знаете, чтобы погодка как-то наладилась, восстановилась, там хотя бы пятнашечка держалась. Вот такие скачки идут. Ну и как бы холодно. Никуда не поехать. Конечно, можно, но практика, ребят, уже показала, что все это не стоит мне. А так февраль месяц, ребят, сезон налима. Налим потихоньку начинает шевелиться. Какой-то уже должен клювать, наверное. Вот. В январе должен отнереститься был. Сейчас в феврале начал после икромета начинает гулять. Но еще не все. Бывает, что и весной еще ловишь. Я имею в виду там в марте. Короче, как-то непонятно. В общем, нет такого, что, знаете, все разом отнерестились. Кто-то раньше, кто-то позже. Ну и, соответственно, так и вот и клюет он. Выскочил на реку, ребят. Первый раз в этом сезоне на реке на своей. Я недалеко от деревни. Осенью здесь уже, поздней осенью я здесь ночевал, приезжал на мотоцикле. Вот кто помнит этот ролик, сейчас ставлю кадры, как это выглядит, ну, грубо говоря, летом. Ну, не летом, а вот без снега, да? Ну вот, выскочил на реку, смотрю, кто-то спускался, крутанулся, попал в наледь и ушел. Но это было, походу, еще до морозов, до крепких. Хотя, блин, вот и морозы вроде стоят, а ни хрена не промерзают. В этом году много снега, насыпало прям хорошо. И сыпет, и сыпет. И все равно, вот как-то, я не знаю, вот давит его. Вот вроде и морозы, а вот, блин, не промерзает. И вот опасно вот именно в такое время попадать. Так как если тепло, ты попадаешь в наледь, ты спокойно можешь выехать там, не заморачиваться там, отдолбить, когда уже выскочишь на сухое место. То здесь уже никак, ребят. Каждая минута и у тебя все замерзает. Короче, не успеешь отбиться, там и останешься. Вот, как бы вот это вот очень опасно. Ну и не камильфо, конечно, ехать в морозы. Так что в этом году, я смотрю, всем досталось немножко. И снега, и морозов. У всех зима. А то привыкли, в январе снега нету, плюсовая температура. Вот, пожалуйста. Что хотели, то получили. Как говорится, смотрю, там и Белоруссии досталось, и в Астрахани смотрю на льду. Как бы, ну, в таких регионах зима уже редкость, я считаю. В общем, точка, ребята, летняя, не летняя, а осенняя, вот точка деревенская. В свое время я здесь занимался тычками именно в этом месте, потому что деревня недалеко, ходил сюда на лыжах, и здесь у меня тычки стояли в свое время. Я рыбачил, еще когда не было техники, ходил, проверял раз, два, 3 дня, что-то даже попадалось. Вот. Хочу поставить доночки, жерлицы, есть червь, есть живец. Поставлю, посмотрим. Так, может, какое-то шевеление, заодно посмотрю.
Ну, не знаю, взял сани большие, ребят, взял пилу. Прокачусь там чуть выше. Что-то припоминалось мне, когда я спускался на моторе осенью. Сушина у берега была. Подъехать, как раз попилить домой на дрова. На баню, как минимум. Потому что сейчас за месяц очень много дров спалили. Топим, получается, и приходится 2 раза даже протапливаться утром и вечером. Дрова прям за месяц махом в дровянике. Ну и так, как бы. В общем, хочу подышать на реке, подвигаться. Потому что никуда не ездил за морозов. Вот коняку выгулить. Завелся хорошо. Промерзло все, блин. В гараже все в куржаке, блин. Все, завелся с первого раза, все хорошо. В плане этого огонь. Так, ну что, сейчас найдем береговую. Ну, как-то так разбросаем. Вот, что-то на червя, что-то на живца. Лед, ребят, двойной. Вот этот верхний слой промерз, который был, ну, слуд так называемый. Так, изначально надо найти береговую, то бишь пляж. Ну и глубина постепенно идет. Я взял старые жерлицы, буду оставлять в ночь. Сейчас только надо изначально промериться, что тут у нас по глубине. Что тут у нас по глубине? Наверное, буду чередовать. Живет червь, живет червь. У меня донки, жерлица донка, в общем, с одинарником. Ну, слушайте, течение тянет, конечно. Можно еще ближе. Ну да, относительно можно еще ближе. Большая глубина. Надо прям, чтоб метр, даже меньше, из-под льда было. Тогда будет все отлично.
Песочек, смотрю, присутствует. Но это и понятно. Всегда такое было. Так. Тут что у нас? Что, еще уходить, что, нифига себе. Такой свальчик, что ли, здесь. О! Раз, два. Монолима высоко не буду поднимать, ребят. Хотя вообще не поднимаем, по идее. Но щука тоже может бахнуть. Почему бы нет? Так что чуть-чуть я подниму. Вот это хреново, конечно, вот. Течением крючок цепляется. Много времени теряешь вот на вот это все дело. А я изначально промираю, видите, ребят, я живцом потом отправляю. Даёшкой, матрешки. Да блин, а. Смотри, что. Хрень какая-то. Блин. Ничего себе. Веточку, что ли, потом рогатку вырубить. Мучиться было. Неужели так сразу стягивает? Или за второй цепляется слой, или что, я не могу понять. Ну да. Так не дело, ребятки. Смотрите, не пробивает. Но глубина то, что надо. Вот, в принципе, лед такой. И как раз где-то метр. Так и поползу. Сейчас рогатку пойду вырублю. А нахрен намучаешься тут. Как вот так вот она? Как она вот так, а? О, все. Да. Хреновое дело. Так. Что, надо через одну, ребят, у меня живет червь. Два комплекта у меня. Наверное, так и сделаем. А так карась. Бедолага уже в холодильнике живет. Не знаю сколько. Поставим, посмотрим. Посмотрим, ребята. Все, поперли. Много не бурю.
надо точечно смотреть, потому что здесь может резко меньше стать, резко больше. Короче, вот так. Ну, я обычно так и расставляюсь. Все по-разному. Так просто охота, ребят, посмотреть. Шевелится налимчик, нет. Понятное дело, что за налимом надо наверх подниматься, на мои точки, на свои места. Проверенные уже. Резинки, блин. Хана всем резинкам. Следов нету, никто не ездит, холодно. Так. Тут что у нас? О, отлично. Раз, два. То, что нужно. Вот она, ребят, глубинка. Какая должна быть. Карасишки, карасям бы. Давай. Толстяк, иди, поработай. Что, процесс идет, ребятки, потихоньку. А недалеко от деревни. Так, пробздеться. Время подходит уже. Так, как и говорил, ребят, чередую старые жерлицы, простые. Вот, все то же самое. Только помимо, ребят, двойника железного поводка, основная так же, как и на жерлицах, грузила 12 грамм и 0,3 поводок с крючком. Вот. Это считается жерлица донка. Как-то пробовали одно время. Неплохо получается рыбачить. Флажки сильно не загибаю здесь. Вот. Ну и на червя с осени еще запасы были. Чуть-чуть остатки есть. Вот. Опа. Конечно, рановато. Наверное, ершины нас грызут. Ну, как-то так. А так, что я оставил, и лещ попадается, да все попадается. Просто бывает, что жица вообще нифига не берет, а вот червя берет. Вот, в общем, так. И на дно, просто на дно, ребят, ложу. Все, на дно упало. Фиксирую. Вот. Флажок тут не загибаю. Малейшее шевеление, флажок поднимается.
Ну все, отлично, ребятки. Поставил. Получается 9 жерлиц. Ну, я имею в виду на карася и 10 на червя. У меня комплект не полный. Переехали, помню как-то. Одну жерлицу. У меня в принципе есть еще старые, ребята, еще 5 штучек. И карась вроде есть, там штук 6. Остатки. Ну я здесь самую перспективную точку взял. Вот. Потому что дальше уже мелко. Самое основное это вот здесь. Так, ну что, время обед. Надо подняться. Вот может там еще поставить. Не знаю. В целом посмотрю. Ну и надо дровишек найти. Пильнуть. Как бы сегодня задача была такая. Сегодня прогуляться. Посмотреть, что как дела. Ну, техника какая-то идет. Ну и заодно на баньку привезти. Место, ребята. Вот здесь по осени хорошо валялось. Что-то мне так показалось, что было что-то интересное. А что-то все тоненькое. Блин. Да и дебри тут что-то такие. Я думал, снега навалит, будет проще. А так речка промерзла, ребятки. Красота. Тут хоть и перекат огромный, воды нету. Что-то такое себе, конечно, надо такую хорошую. А там, которую я приметил, ее распилили. Уже забрали. Так, ладно.
нашел под снегом. Наверное, скорее всего, здесь их много. Я просто это и наблюдал. Потому что, говорю, помню, здесь такой хороший склад такой был. Я думал, блин, зимой здесь недалеко буду кататься. Надо забрать. А подъехал, что-то не понимаю. Снег все спрятал. Верхние-то еще торчат. Ну, вот такая нормальная, хороший диаметр. Сантиметров 35 будет. Попробуем распилить. Не знаю, пила запустится, нет. Все холодное. Ничего не заводил уже давно. А посмотрим. Разгружается дерево, ребята. Там, видать, заморожено. Может нехило сыграть. Опасно. Я про что и говорил. Зараза. Зажала. Ишь.
Как там в песне, ребятки? Пусть, говорит, работает железная пила. Не для этого нас мама родила, да? Старый добрый штилек, ребята. Он уже со мной. О, сколько? Я не помню в каком. В 2014 году вроде я его покупал. За 24, что ли, тысячи. 180. На тот момент еще оригиналы были. Сейчас не знаю. Но факт в том, что, ребят, ничего здесь не менялось. И шина, цепочки только я периодически меняю. Вот. А так, помощник хороший по хозяйству, по постройкам. Вот сколько уже построено тоже с ним. Да и так в целом на рыбалку, дома. Милое дело. Вот. Я в свое время задумался о 250-м. Ну, он помощнее. Шинка побольше, подлиннее. А потом думаю, блин, да вон, ребят, смотрите. Ну, диаметр сколько здесь? Ну, 35 точно есть. Вот как раз за глаза хватает. Лесом-то я не занимаюсь, чтобы как бы помощнее, побольше. Вот. А так вот 180. Есть 160. Вот. 180, я думаю, самый то такой. Как бы не реклама, ребят, но пилка со мной уже ого-го. Сосед уже 3 китайских за это время поменял. А у меня вот штилька живет. Как-то так. Ладно, что, пью чай, ребят, надо сваливать. Что-то все затянуло. Ну, там 4 снежинки обещала. Короче, будет этот. Метель будет. Снасти поставил. Здесь что-то 5 живца еще есть. Нафиг. Понту нету. Вот. Ну и хорошее дело. Не знаю, завтра посмотрим. Будет время, я еще столько же привезу. Вон там еще одна береза сухая есть. И вон там, смотрю, торчит. Цепочку только поменять надо. Но у меня с собой запас-то есть. Я и бензин брал с собой. А так вон полный сани. Самый то. Можно еще даже доложить, наколоть. Как бы нормально, хватит. Тяжелый. А так смоленина, ребята, запах знаете какой? Ух! Песня. Запах прям бешеный. Дал немножко подстыть. В чехол не поставишь, сразу горячая. И глушитель, и шина горячая.
еще дела поделал тут кое-какие. Дровишки сюда выгрузил, ребят. Там у меня буранки нету. Обычно у меня вот там проходило. А в этом году что-то тут разворачиваться стал. Обычно кругом так ездил. Все метет и метет. Завтра раскалю. Сегодня уже сейчас темнеет. Ну и корешок у меня. Саныч, тебе привет. Снабдил брикетами. А тут что-то коснулся. Ехать на рыбалку по плотве как раз вот с ночевкой. Пару пачек брикетов надо. Блин. С дровами там лазить тоже такое себе. И у нас тут нету. 3 магазина, где продаются, а вот нету. Саныч, я говорю, проездом будешь? Купи, пожалуйста, пачек 10. Короче, привез он мне здесь 15 вроде. Короче, хватит. Ну, так-то понятно, ребят, дрова есть, но в целом бывает, вот пачку кинул в сани, лишней не будет. Мало ли сломался, где-то что-то еще, а палатка же всегда с собой, ну, когда на дальняк. Или искупался, там что-то устал вообще, просто нет сил, там уже замучился. Ты знаешь, что на растопочку уже пообедать у тебя есть. Как бы, ну, тема нормальная. Вот. А потом уже отдохнул и можно двигаться. Ладно, ребят, метет уже, темнее сейчас будет. Завтра будем проверяться. Не знаю, повезет нам, не повезет. Вот. Завтра дровишки раскалю, разобью. Такие дела. Так что все, до завтра. Немножко сегодня так, что-то думал, съезжу так ненадолго. Что-то вон уже целый день что-то копошусь. Ну, сейчас по деревне, конечно, подвигался. Но он езжу по деревне, на нем, ребят. Вообще, помощник у меня. Ну, для деревни, я считаю, жить в деревне и не иметь технику такую снежную, это уже не то. Вот, и погулять куда-то с детьми, и так. Да, циклон метет и метет, охренеть. Все, до завтра. Ребятки, доброго утра всем. Ну, как и планировалось, погода меняется. Вчера вечером такое буря была. Метель, жесть вообще. Снега сыпануло. Такой, знаете, пух. Едешь, все кружит, пружит. Вот, думал, жерлицы засыпет. Но засыпало, ребят, жерлицы. На самом деле. По флажок не видно. Жерлицы короткие. 20 градусов. Солнышко сегодня. К вечеру 25 уже. Завтра будет 30. Вот весь ряд проехал. Стоит самое последнее флажок. И самое первое. Или нет. Короче. И по флажкам вижу, что это на червя.
Короче, не знаю, может что-то были атаки, но жерлицы засыпало. А может и нифига. Ладно, пойдем посмотрим. Лески нету, ребята. Вымоталось все. Смотрите. Поклевка, значит. Но вот так вот. Вот так вот перемело. Ну, понятное дело, да, буря была, блин. Даже вот если атака, возможно, и не сработает. Ладно, посмотрим. Леску вымотала. Ну, слушайте, нормально, не промерзла. Какой-то ёж, походу. Налим, ребята, первый. Засранец. Да. Вот это глист. Бедолага. Ну, на червя, видите, мелкий попался. Устал, бедолага. Сейчас, братан, как-то по-быстрому тебя как-нибудь. Опа. Вот так вот. Давай, братья. Иди. Рядом жерлица тоже. Видите, ребят, без чешуи. Вот они тыкали. Мелкие налимчики. Вон, видите, ребят, флажок замерз. Как она сработает? Итак, вот минус жерлиц зимой, ну, в мороз. Первый лед, последний лед, да. А вот так на ночь оставлять хреново. Но уже с длинными стойками. Живой, живой. Давай, бродяга, иди. Ищи старицу. На морозе, конечно, такое себе. Вон очередной, ребята, обсосанный. Мелкий налим. Тыкал. Заглотить не может. Чешую подсбривал. Больно моментально, ребят, замерзает, смотрите. Конечно, не жилищная рыбалка в такую погоду. Сразу махом все мерзнет. Потихоньку собрал, точнее половину собрал, ребят. Подхожу, вот уже осталось немножко, там флажочек. Карась немножко обсосанный, вот местами мелкий. Вот, и вот объедено. Красота, блин, солнышко. День немножко удлиняется. Скоро рыбалка начнется. Уже будет спокойно уже. День длинный, кататься можно будет. Так, ладно, идем дальше. Что тут у нас последнее? Последнее, ребята. Первое и последнее, грубо говоря, да?
Но тоже полная вымотка. Эх. Что тут у нас? Никодим, ребята? Или не Никодим? Как думаете? Ах ты. Есть, ребята. Есть Никодимчик-то. Хорошенький даже. Ух ты. Эх. Не хочет залазить. Давай, давай, бродяга. Поводок 0,3. Хорошая морда. Открой. Опа. Вот это да. Ребята. Победа. Нормальный такой бродяга. Как это так, а? Смотрите. Ну ни хрена же не было. Фух, такой полторашка, а то и 2. Вот это победа. Ребятки. Кайф, а? Чувствуется сразу, думаю, нормальный батончик. Смотрите, сразу замерзает. Вот он, братцы. Никодимчик-то попался. Ну, деревня. Значит, движуха пошла. Пошла движуха. Блин, надо его утихомирить, короче. Блин, на последнюю, а? Вот это класс. Карась, считай, был. Ну, это повезло, я считаю. Просто повезло. Все, он уже замерз нафиг. Опа. Отцепил. По-хитрому отцепил. Ништяк. Аж сопли, ребятки. Ну что, победа, взяли. Хороший. Килограмма 2 будет, наверное. Странно как-то. Целый ряд вот на последнюю прям. Ну не знаю, повезло просто, можно так сказать. Вот деревня. Есть на Лим возле деревни.
Раньше я здесь рыбачил, хорошо рыбачили. Понятно, за наливом надо на свои точки подниматься, ребят. Но погода не дает. Видите, такая температура. Технике тяжело. Сейчас тяга замерзла. Пыльца вот это херачит. В общем, небезопасно одному ездить просто. Опять вот тридцатник. Такое себе. Ну, в общем, как-то оно так. Да, начинает шевелиться налим, ребят. Надо потихоньку начинать двигаться. Вот на червя, смотрите. Карася. Ну, мелкий там долбил. А вот так. И тут вот, на тебе, пожалуйста. Можно заниматься, конечно. Но даже вот так. Тут ездить-то ни о чем. О, деревня. Езди, проверяй. Занимайся. Одного будешь, двух ловить все равно, я думаю. Такие дела. Ладно, ребят, все, попер я до дома. Всем удачи. На связи.